Настроение, которое дает наркотики, и настроение, которое есть до наркотиков, это разные вещи. Но за все надо в этой жизни платить же, да? Вот за это настроение, за это удовольствие тоже надо заплатить. Это только в самом начале спасения от проблем и безудержная радость, а далее невыносимый кошмар, социальная деградация и поражение всего организма. От наркотиков начинают страдать все системы и органы человека, развиваются психические заболевания, вызывают гепатит, ВИЧ, разрушение зубов, центральной нервной системы, психические нарушения, отказ работы печени, снижается иммунитет. Если поначалу наркоман принимает наркотики в погоне за приятными ощущениями, то позже он вынужден это делать, чтобы избежать ломки. Познав, что это такое, почувствовав, ты уже не сможешь от этого уйти. Это нужно просто не знать, что это такое. Просто нельзя пробовать это. Наркодиспансере приводят неутешительную статистику. Только за 1 год число наркозависимых на учете увеличилось на 103 человека. Сейчас их 1655. А сколько тех, кто еще не обращался за помощью в региональный диспансер, остается гадать. Первые строчки в рейтинге чаще всего употребляемых препаратов остаются марихуана и аптечная наркомания. За последние годы все больше на рынке появляется разнообразие синтетических наркотиков. На них подсели в большей степени по причине доступности и отсутствия серьезного наказания. В последнее время все говорят про меф и про соль. При приеме этих синтетических наркотиков бывает 2 вида психических нарушений. Бред ревности и бред преследования. Вы представляете себе, да, молодой человек убегает от мнимых преследователей, причем это делает очень так опасно и для себя, и для окружающих людей. Соли и мефедрон начали употреблять больше последние 2 года. А начиналось все с лирики, когда сотни молодых ребят пристрастились к легкодоступному и недорогому препарату. Наркологи и общественники сразу забили тревогу. В 2015 году на Северном Кавказе начали проводить массовые акции протеста против лирики. В 2019 добились того, чтобы препарат внесли в список сильнодействующих веществ. За его незаконный оборот установлена уголовная ответственность. Однако и это не спасло от беды. Тогда люди попробовали, время от времени они пробуют и сейчас, и вот дальше уже продолжают наркотизироваться, уже переходят на более тяжелые наркотики. Часто наркозависимые предпочитают обращаться в иногородние реабилитационные центры и медучреждения. Местные наркологи связывают это с ингушским менталитетом, с боязнью столкнуться с общественным порицанием и жесткой критикой. Иногда родственники пытаются решить проблему своими методами. К примеру, запирают наркоманов в отдельном помещении дома. И это не страшно. По мнению наркологов, важно ограничить наркоману любой доступ к какой-либо связи с внешним миром. Хуже, чем он вел себе наркотики, и этот наркотик действовал на мозговую ткань, на мозговые клетки, хуже уже не будет. Конечно, это не панацея, чтобы вот полностью как бы его излечить. Но первый период все-таки физически надо ограничить человека. Я не говорю, физически надо как-то ему увечья причинять, но ограничить его надо. Почему? Потому что он не совсем в трезвом состоянии. Он не совсем осознает, что происходит, что он делает. За время своей деятельности Жамбулат Ваделов повидал немало наркоманов с разными историями и жизненным укладом. А вот алгоритм действий у всех очень схож, делится доктор. Часто полагают, что приобщаются к запрещенным средствам подростки из неблагополучных семей, когда как употребляют представители разных социальных слоев и возрастных категорий. В 98% случаев уверен, к употреблению наркотиков приводит сомнительное окружение. А в наркотизации как? Один наркоман в течение своей наркоманической жизни вовлекает в наркотизацию еще 4 человек. Врачи-наркологи Ингушетии обеспокоены вдвойне тем, что учет пополняется женщинами. Сейчас их в списке 15. Как правило, эту цифру умножают на 3. Истории некоторых наркоманов шокируют. Так, одну из девушек подсадил родной брат, чтобы не боялась давать сессию. Правда, эта благая цель позже привела сестру к зависимости и долгой реабилитации. А некоторые наркоманы приобщили даже мам и бабушек, чтобы нервы успокоить. Наркологи объясняют, беда ингушского наркомана чаще всего заключается в том, что он полностью лишен понимания, что употребляет сам, и рекомендует другим яд. Его психология это получается вот как лекарство. Лекарство, которое быстро решает все проблемы со здоровьем. Они думают, легко и просто от этого отказаться. Но как можно от этого отказаться легко и просто, если до вас это многие пытались и не получается у них? Если бы это было бы так просто, не говорили бы бывших наркоман не бывает.
Врачи рассказывают и такой случай, когда супруга решила начать употреблять лирику вместе с мужем-наркоманом, чтобы доказать, бросить возможно, но вместо этого стала зависимой. Наркотики – враг, коварность которого многие недооценивают. Общественные деятели, богословы, наркологи, правоохранители, СМИ долгие годы ведут непрерывную борьбу с этим врагом, но меньше их пока не становится. Все-таки размах того, как у нас в республике начали распространять его, очень огромный. Почему такой огромный размах появился? Почему? Потому что вот такие есть у нас, к сожалению, большому сожалению, в обществе люди, которые не брезгая ничем, хотят зарабатывать деньги. Причем легкие, быстрые деньги. На сегодняшний день самым эффективным лечением проблемы наркомании считается 12-шаговая программа. Но даже пройдя курс лечения, человек может не освободиться от зависимости. А тяга к наркотикам может вернуться даже спустя много лет. Часто выйти из этого состояния, наблюдают наркологи, помогает религия. В нашей республике из 192 срываются. 8% это вообще малость. Глубоко уходит в религию. Вот только так у них и получается это. Да, спасать. Почему? Потому что вот этот настрой, вот эта вот помощь Всевышней силы, да, Аллаха, им дает силы. У них появляется даже ненависть. Ненависть появляется к наркотикам, к людям, которые продают наркотики. Ситуация с наркотиками во всей стране остается напряженной. Согласно независимому рейтингу по наркотической трезвости, Ингушетия находится на 27-м месте. Проблема наркомании является одной из наиболее актуальных как для здравоохранения, так и для общества. Во всем мире число зависимых уже более 200 миллионов человек. По оценкам специалистов, употребляют от 3 до 4% жителей планеты. Диана Дударова, Акрамат Дасхоев. Новости 24.